Итак, за столетнюю историю страны впервые добровольцев была изучена в России спутник ВИ в мире, а у нас в России называется гамма-ковид-вак. Впервые в истории страны мы имеем препарат, изученный на уровне высших мировых стандартов, опубликованный в лучшем медицинском, то есть оцененный жюри и признанный годным к использованию и к хорошей вакцине. Сегодня вакцина «Спутник» входит во все международные рейтинги вакцин. И что самое главное, она используется уже, по-моему, больше, чем в 70 странах мира. Поэтому с определенным спокойствием я могу ответить на запрос тех, кто говорит, от нас все скрывает. Мы могли бы это подозревать, если бы «Спутник» использовался только в России. Но «Спутник» сегодня используется во всем мире. И если бы хоть что-то там было не так, нам бы уже голову оторвали. Поэтому, резюмируя все это, как врач, как профессор, как доктор наук, я, конечно, рекомендую использовать эту вакцину. Вакцину «Спутник Ви», она же гамма-ковид-вак, потому что как врач я могу посмотреть всю информацию об этой вакцине в международном рецензируемом журнале «Спутник». Еще раз, перевод этой статьи на русский язык у нас опубликован, в сторис я прикреплю. Вторая вакцина – Эпивак Корона. Это вакцина, сделанная в Новосибирске в центре «Вектор». Делает эту вакцину очень серьезная команда людей. Значит, вакцина «Спутник» сделана так. Из коронавируса изнутри взят ее генетический материал и пересажен в специальные, грубо говоря, машинки, которые доносят этот генетический материал до человека. Эпивак Корона взяты кусочки белка вот этих шипов. В принципе, белок – это пептид в переводе на английский. Вакцина называется пептидной. Пептидные вакцины, они известны двумя вещами. Первое. Эти вакцины плохо вырабатывают иммунитет, то есть антитела, защиту, которая нам нужна, после 1 или 2 прививок. Обычно нужно 3, а иногда даже больше прививки. Поэтому Эпивак Корона не прошла все фазы исследований. Они сейчас находятся на 3-й фазе клинических исследований, а только эта фаза отвечает на вопрос, защищает вакцина от болезни или нет. В опубликованном виде мы не видели результатов этой фазы. И, насколько я знаю, эта вакцина переходит на новое введение, не 2 инъекции, а 3. Поэтому мы ждем результатов, исследования идут. 3-я вакцина – это Ковивак, Институт Чумакова. Взяли коронавирус, уничтожили и используют в вакцине. Про эту вакцину, к сожалению, вообще ничего не опубликовано, ни про одну фазу клинических исследований. Поэтому, несмотря на то, что технология классическая, с точки зрения медицины настолько ничего не известно, что даже сказать, хорошее или плохое, нельзя. Сейчас эта вакцина зарегистрирована, но находится в фазе изучения, и я надеюсь, что это изучение закончится, и тогда мы сможем о чем-то говорить. Результат. Думаю, что в перспективе Эпивак Корона и Ковивак тоже будут хорошими, но пока данные есть полные, полноценные, как положено в мире, только про одну вакцину – «Спутник Ви». Точка. Второе. Можно ли заболеть, если вы сделали прививку? Пункт номер 1. Если вы сегодня сделали первую дозу вакцины, любой, неважно какой, против коронавируса, против пневмонии, хоть какой вакцины, то сразу у вас защитный иммунитет не возникнет. Он возникнет примерно через 3-4 недели. Полноценный, тот, который вас будет защищать. Внутри этого периода вы можете заболеть. Поэтому все те, кто пишет мне, что поставил одну вакцину, потом через 21 вторую и заболел, вы можете заболеть. Вы с гарантией заболеете, если особенно после второй, гораздо легче, чем могли бы заболеть без этой вакцинации, потому что хоть и мало, но антител у вас
антитела у вас уже будут. Полный иммунитет вакцина «Спутник» гарантирует через 42 дня после первой прививки, то есть через 1,5 месяца. Вот тогда вам гарантировано, что тяжело вы болеть не будете и не умрете. Подавляющее большинство людей просто не заболеет. Собственно говоря, и все. Теперь дальше. Масса людей задает вопросы по поводу количества антител. Сколько нужно, вот кто-то мне пишет, Алексей, Елена или Алена мне пишут, у мужа 250, а у меня 25. Это нормально? Нормально или нет, можно сказать только зная референсные значения ваших анализов. Если у мужа 250, а верхняя граница, например, 13 или 30 или 50, референсных значений, они написаны в вашем анализе. Значит, ваш муж защищен. Нечего. Я сейчас, может быть, найду в интернете какую-нибудь картинку с анализом и вам просто покажу, как это выглядит. Если у вас 25, если референсное значение 1,1 или 13, у вас выше нормы. Если референсное значение 30, у вас выше нормы. Вот и все. Дальше. Как решается вопрос, делать или нет прививку при разных болезнях? Он решается таким образом. Если вы сейчас находитесь в острой фазе заболевания, например, у вас любое аутоиммунное заболевание, ревматоидный артрит, системная красная волчанка, язвенный колит, болезнь, острая фаза, значит, у вас боли, вам меняют дозы препаратов, вам экстренно, может быть, назначают какое-то особое лечение. В острую фазу вакцинация не проводится. Вакцинация проводится в фазу ремиссии. Поэтому совет для всех людей с разными вопросами обсудить, когда вам вакцинироваться с вашим лечащим. Если у вас вы на химиотерапии, на лучевой терапии, вы ходите на лечение, вам делают капельницы или проводят облучение. Вам вакцинация не показана. Она также проводится в фазу ремиссии или между этапами лечения. Этот вопрос вы также должны обсудить с вашим лечащим врачом. Третий вопрос. Можно ли сочетать вакцинацию от коронавируса с другими прививками? На сегодня, так как эта вакцина новая, не рекомендовано сочетать вакцинацию коронавируса ни с какими прививками. И рекомендуется сделать зазор между этими прививками месяц. Просит рассказать про спрей-прививку. Пока рассказывать нечего, она в разработке, в гражданское использование не вышла. Почему россиянам после болезни не надо вакцинироваться, а, видимо, в других странах надо, спрашивает меня Маргарита, видимо, Шотова. Маргарита, вот только на днях вышли завершающие статьи в журнале Nature. Это один из самых крупных журналов мира научных на английском языке. И они показали, что даже при легком течении у людей, которые перенесли коронавирус, очень сильный иммунитет. Причем иммунитет клеточный, независимо от того, есть у них антитела или нет. Поэтому, когда в России принимали решение переболевших не вакцинировать, руководствовались тем, что у переболевших есть выраженный полифункциональный иммунитет против коронавируса. Зачем на них тратить вакцину, если надо дать вакцину тем, кто не защищен? Разница в том, что на вакцину формируются антитела только вот к этим красным спайк-белкам, а если вы переболели, антитела формируются ко всему, к мембранным белкам, к спайк-белкам, к внутренним белкам и так далее. Поэтому чем дальше идет время, тем есть практически трекер повторной заболеваемости
Там на десятки миллионов инфицированных сегодня людей заболели единицы, меньше 100. Ольга, 3101. У меня антитела 54, в анамнезе геморрагический васкулит. Можно ли делать вакцинацию от ковида? Очень прошу. Можно ли делать вакцинацию от ковида? Очень прошу вам сказать, 54 это много или мало? Скорее всего, у вас достаточно. Значит, вы переболели. Если вы переболели, вакцинация вам не нужна. Спутник Эпивак. Что делать? Сделать Эпивак. Сделать обе инъекции, потом посмотреть антитела, и если их мало, то сделать третью инъекцию Эпивак короны. Меня спрашивают, почему люди не понимают, что маски не защищают. Маски не защищают от гражданского распространения инфекции. Независимо от того, что понимают люди, это доказано сегодня во всех исследованиях. Более того, об этом говорила Всемирная организация здравоохранения, и как бы это не является ни для кого секретом. Поэтому чувство ложной защищенности быть не может. Вакцина действительно защищает. Расскажите про вакцину Pfizer. Вакцину Pfizer делают в нашей стране, она не зарегистрирована. Ее делают в мире. Разница между вакциной Спутник и Pfizer такая. Вакцина Спутник сделана на основе, так можно сказать, обезглавленного, лишенного активности аденовируса. Таких аденовирусных вакцин в мире много. У нас AstraZeneca, Johnson & Johnson, еще есть, по-моему, китайская вакцина такая. То есть это известная платформа. Это первое. А второе, Pfizer и Moderna выпустили качественно новую вакцину. Это так называемые РНКовые вакцины. Раньше этих вакцин никто не знал. И Pfizer и Moderna провели гигантские плацебо-контролируемые исследования, отчитались о них в крупнейших медицинских журналах, то есть сделали то, чего никогда не делали в России, а в мире делали всегда. У нас так изучили только вакцину «Спутник». Pfizer и Moderna сделали это полностью. Сейчас продолжаются публикации по Pfizer и по Moderna, потому что миллионы людей вакцинированы. В Израиле целая страна вакцинирована этой вакциной. Поэтому глобально пока про все вакцины, которые в гражданской вакцинации в мире, можно сказать, что ничего ужасного они не вызывают. Чтобы короной не болеть, какие витамины лучше пить? Никакие витамины глобально на 100% от коронавируса не защитят. Елена Васильевна, возможно ли увеличение селезенки после вакцинации от коронавируса? Нет, невозможно. Таких побочных эффектов не описано. Мама все равно сделала, хоть и болела, чья-то мама. Сделала, в этом ничего страшного нету. Если вы хотите сделать вакцину после инъекции, вам показана 1 доза вакцины «Спутник». То есть так называемый «Спутник Лайт». Больше ничего. Почему вся семья не болела? Летали в пандемию 3 раза за границу. Гуляем и т.д. Спасибо. Геняев. Это говорит только о том, что вы не столкнулись с коронавирусом. Может быть, перенесли его бессимптомно, и у вас есть антитела. Больше ни о чем не говорит. Так. Добрый вечер. А у нас врачи говорят, что даже если антитела 200, все равно говорят, что надо прививаться. Ну, врачи могут говорить что угодно. Всем рекомендовано посмотреть рекомендации Минздрава по поводу вакцинации. Они написаны очень грамотно. Очень грамотно. Дочь после родов 19 дней. Насколько вакцину от ковид вакцинируются в России, потому что вакцины влияют на развитие плода, то рекомендация такая.
Все взрослые вокруг беременные и кормящие должны вакцинироваться. Только в случае вы ее взрослые дети, все абсолютно. Это закон. Поэтому то, что вы вакцинировались, вы большие молодцы. Мне пишут, мама сделала Эпивак Корону 2 дозы, антител нет. Что делать? Сделать 3-ю болюсную вакцину этой же без чего бы то ни было. На работе требуют прививаться даже тем, кто переболел. С точки зрения науки вы имеете право предъявить свой анализ на антитела, и если у вас есть антитела, то вы спокойно можете не прививаться, так как переболевших не вакцинируют. Родители живут в Казахстане, сделали там спутник Ви. Врачи говорят приходить на 2-ю прививку через 45-90 дней. Это допустимо? В России разведены